А сейчас актуальное интервью. Директор или завуч школы, главный врач отделения или больницы, руководитель фирмы или сельхозпредприятия, заместитель генерального директора, декан вуза, начальник лаборатории. Все эти должности дают право участвовать в конкурсе «Лидеры России». Более 100 тысяч заявок поступило для участия в масштабном конкурсе управленцев. Да, а как проходит конкурс, что он дает для участников и как помогает развитию экономики, мы поговорим сегодня с участником и финалистом конкурса «Лидеры России», министром промышленности и геологии республики Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Итак, вы уже как опытный участник, что можете сказать о конкурсе, для кого он в целом полезен и нужен, и кто может принимать участие? Ну, о том, что опытный участник, конечно, об этом рано говорить. Наверное, это приходит после нескольких раз принять участие в таких мероприятиях. Ну, а что могу сказать о конкурсе? Во-первых, надо участвовать. Во-вторых, нужно для себя определиться, зачем и какие цели человек преследует в этих случаях. Потому что многие участники в первый раз шли просто потому, что проводится конкурс, просто потому, что есть какие-то призы. Но были среди них, их было очень много, наверное, это было большинство, люди, которые поставили перед собой определенные цели. Среди этих целей, естественно, было желание получить те призы, которые были определены организаторами, но и, конечно же, те цели, которые поставили перед собой отдельные из них. А почему именно вы решили принять участие в конкурсе и что он вам лично дал? Потому что сначала, во-первых, ко мне подошли мои друзья и сказали, что есть такой конкурс, и, наверное, он в том числе и для таких, как ты. Я говорю, ну, почему же и для чего надо участвовать, какие в нем цели? Говорят, там есть возможность получить определенные назначения. Я говорю, ну, наверное, это не должна быть самоцель, может быть, это только для узкого круга лиц, как обычно, да. Посмотрел сам, зашел на сайт конкурса, посмотрел рекламу, увидел, что информацию о нем до нас доводят известные люди в нашей стране, причем многих из них, естественно, я уважаю. Во-вторых, цели конкурса. И в-третьих, призы. Да? То есть первый из них обозначался, это возможность получить образовательного гранта. Цель – цель. Возможность обучения в любом вузе страны. Цель – тоже считаю так. Да? Второй момент – это возможность оценить свои компетенции. То есть, ну, наверное, редко кто из нас получает возможность, поговорив с кем-то, получить от него обратную связь. То есть, где тебе честно, абсолютно искренне скажут, да, где тебе нужно над собой поработать, где у тебя недостаточно компетенции, да, то есть, где у тебя еще что-то. Поэтому так и определяйся для чего, зачем участвовать, зачем нет. Максим Викторович, а полуфиналисты и финалисты в основном, наверное, имеют уже какой-либо опыт работы в качестве управленцев. А есть ли у человека без большого опыта вероятность попасть в финал? Конечно. Ну, один из ярких показателей, то, что очень много людей в районе 24-26 лет оказались не просто финалистами, а победителями конкурса. В этом году снижен предел для участия в плане наличия опыта. То есть, по-моему, было 3 года необходимо раньше, да, сегодня 2. Во-вторых, это не обязательно должен быть управленец самого высокого уровня. Это может быть человек, у которого есть опыт управления хотя бы 1-2 работниками. То есть, в частности, это могут даже на самом деле быть ведущие специалисты, у которых в подчинении находится группа работников в подчинении. Это могут быть не обязательно работники крупных компаний, это могут быть индивидуальные предприниматели. То есть, видите, границы конкурса настолько широки, что максимально предоставляют возможность для участия в нем. А вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать успешный управленец? Поскольку мы говорим о конкурсе, я бы, наверное, сделал акценты на тех компетенциях, которые проверяют в этом конкурсе. Я отмечу, что большинство из них действительно находит применение в реальной жизни. Просто надо для себя периодически проводить сверку часов, как сегодня принято говорить. Первое, да, немаловажное, нацеленность на результат. То есть человек должен понимать, для чего он выполняет то или иное дело, либо работает на определенном месте. Это стратегическое мышление. Нас очень часто губит, что мы решаем сегодняшние свои задачи, а послезавтра узнаем, что мы шли абсолютно не туда. То есть надо работать стратегически. Да?
Один из интересных моментов, который мы часто не акцентируем, но поскольку здесь конкурс государственного масштаба, это социальная ориентированность. То есть руководитель должен понимать, что любая задача, которую он выполняет, нацелена в конечном счете для людей. Применять это в реальной своей жизни, чтобы работники понимали, для чего они работают на этом предприятии, и какую цель не только для конкретного предприятия, но и для окружающей среды, да, для окружающих людей это дает возможность дать. То есть, конечно же, это умение работать в команде. То есть это означает не какие-то общие слова, это научить, возможность, да, и желание научить людей, с которыми ты работаешь, стремиться на один общий результат, работать как единый механизм. Это даже просто своя собственная вовлеченность в общие цели, на которые нужно ориентироваться. Несомненно, это стрессоустойчивость, еще много ряда, да, то есть факторов, то есть, ну, скажу о них. А в реальной ситуации и в реальной работе работодатели смотрят на опыт участия вот в таких конкурсах, если преимущество при приеме, к примеру, на работу, на повышение должности? Конечно, это зависит отдельно от каждого работодателя. То есть я не могу говорить за всех, но, наверное, те работодатели, на которых стоит ориентироваться в первую очередь, конечно, смотрят. Почему? Потому что часто многие работодатели применяют какие-то тесты, вопросы при трудоустройстве, а здесь человек прошел отсев среди десятков тысяч человек, то есть, ну, практически, можно сказать, сотен, да, то есть в этом году уже тоже более там 130, наверное, около 140 тысяч уже только на сегодня есть заявок. Поэтому это как минимум, то есть он получает человека, прошедшего определенный фильтр, очень серьезный фильтр. Помимо этого, то есть конкурс проверяет различные компетенции и навыки, то есть и работодатель, по сути, получает готового специалиста, который прошел выживание, скажем так, в определенных условиях. А насколько отличается реальная работа управленца и участника конкурса лидеров? Вот вы что-то используете сейчас в нынешней работе? То, что отличается, это несомненно, потому что конкурс есть конкурс, жизнь есть жизнь, да, то есть, но задача как раз мероприятия это и лидеров России нацелена на то, чтобы ты проверил свои те компетенции, которые у тебя есть, в других условиях, от которых ты привык работать. То есть надо именно проверить, да, то есть ты пришел, проверил себя, понял, в чем у тебя слабые стороны, в чем у тебя сильные. Как это применять? В реальной жизни, я уже об этом сказал, ну, отмечу, да, то есть это умение работать в команде, понимать, что люди, которые тебя окружают, они разные, но в то же время оценивать силы и компетенции каждого и максимально эффективно их использовать в работе в своей команде. Максим Викторович, и очень коротко ваши пожелания участникам. Пожелания участникам, которые уже, те, кто еще не заявились, хотел бы сказать, первое, обязательно участвовать, второе, быть собой, и третье, сделать все, чтобы максимально воплотить свои задумки и желания, которые после конкурса появятся в жизни. Максим Викторович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что в гостях у нас был Максим Викторович Терещенко, финалист конкурса «Лидеры России».